Николай Егорович Мординов, Амма Очагая, 7. Почему? После урока Вера Михайловна объявила всему классу: послезавтра мы всей школой пойдем во дворец пионеров. В гости к пионерам придет герой Советского Союза. Будет концерт. Ребятам, которые хорошо выступили на нашем утреннике, нужно быть готовыми к участию в концерте. Подготовьтесь получше, чтобы не осрамиться перед героем. Ребята были рады, что они увидят настоящего героя, споют для него песни, спляшут, прочтут стихи. Больше всех обрадовался Артур. На утреннике он лучше других прочитал стихотворение «Песенку мая». Ему больше всех аплодировали. Вот подготовлюсь хорошенько, выйду на сцену, да как прочитаю, думал Артур по дороге из школы. Домой он пришел бодрый, веселый, громко декламируя песенку мая. «Скоро будет встреча с героем, я буду читать песенку мая», — похвалился Артур маме. «Это я готовлюсь». Дома тоже обрадовались, особенно мама. Артур без конца повторял стихотворение. Все очень хвалили мальчика, уверяли, что герою, конечно же, очень понравится, как он читает. Так читать никто не умеет. Артура было очень приятно это слышать. Для него эти 2 дня ожидания были тоже своего рода праздником. Наступил день встречи. Артур еле дождался последнего звонка. Все ребята вскочили со своих мест, чтобы бежать к выходу. Но Вера Михайловна подняла руку и попросила на минуточку задержаться, чтобы сообщить важную новость. Новость оказалась не из приятных. Только что позвонили из Дворца пионеров и сказали, что на встречу с героем пойдут ребята из 3 школ. В зрительном зале дворца на всех мест не хватит, поэтому на встречу пойдут только те ученики, у которых в дневнике нет ни одной двойки. Артур пришел домой, чуть не плача. На спинке стула висела чисто старательно вытюженная рубашка и новенький пионерский галстук. Мама посмотрела на часы и сказала: «Садись обедать, тебе еще надо успеть переодеться». Артур отвернулся, чтобы мама не увидела его лица. «Да что не торопишься? Или ты не пойдешь на встречу с героем?» «Не пойду», — едва слышно сказал Артур. «Почему?» — удивилась мама. «Ты же собирался идти. Почему Артур остался дома?»